В этот самый момент Божественное обращается к вам, подтверждая, что вы были избраны быть маяком благословений для многих. Не приписывайте вину своим нынешним обстоятельствам. Стойте твердо, держитесь подальше от уныния и страха. Сделайте паузу, вера в Божественное того стоит. Каждое событие разворачивается по какой-то причине и в нужный момент. Если вы ищете чудеса, продолжайте смотреть это видео до конца. На данный момент Божественное общается с вами, указывая на то, что вы находитесь на грани прорыва. Держитесь за свои силы, примите эти слова, часто молитесь и доверяйте Божественному. У вас есть потенциал для достижения своей мечты. Если вы согласны, ответьте «Аминь». Я умоляю Тебя, Божественный, охранять мои мысли и эмоции. Сегодня направь меня к любви выше ненависти, вере выше страха, позитиву выше негатива, служению выше корысти и чистоте выше нечистоты. Я склонен к отвлечению и нуждаюсь в вашем руководстве. Если ваша вера совпадает, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Я признаю, что мой прогресс в моей нынешней жизни возможен только благодаря Божественному сопровождению в моем путешествии. Каждый шаг сопровождался присутствием Божества. Эта истина поддерживает меня сегодня. Аминь. Ты, Божественный, мой единственный источник надежды, исполняющий все мои желания. Я благодарю Тебя за то, что Ты защитил меня и дал мне силы. Я молю Вас о Вашей непоколебимой силе и стойкости в любых обстоятельствах, которые позволят мне противостоять им и преодолевать их. Поверьте, что я поддержу вас, дарую вам благословение и облегчу бремя беспокойства из вашего сердца. Если ты доверяешь мне, знай, что я люблю тебя. Сегодня вечером мы вместе решим наши проблемы. Даруй мне свой мир и мудрость, пока я выполняю задачи, которые ты мне поручил. Направляйте меня правильно, когда возникают решения. Во имя Твое, аминь. Независимо от ваших текущих препятствий, верьте в божественное и идеальное время. Выразить любовь и благодарность можно, пожертвовав до $100. В вашей нынешней ситуации скоро произойдут перемены. Сохраняйте веру в Божественное и наслаждайтесь этим новым днем. Божественная воля направляет продолжение моей жизни. Более того, я признаю, что именно по вашей воле я обретаю сегодня силы. Вера в силу молитвы имеет решающее значение. Даже если вы не можете верить ради себя, верьте ради других. В целом мир сталкивается с трудностями. Молитва обладает огромной силой, и Божественное может осуществить любые намерения. Доверьтесь Божественному. Вас сопровождали во всех невзгодах. У вас нет недостатка, ведь все, что вам нужно, уже предоставлено. Я защищал вас, ваших близких и других, дорогих вам людей. Эта защита будет продолжаться. Введите 222, чтобы выразить свое мнение. Оставайся сильным. Я всегда с тобой, твой прочный фундамент. Я не брошу и не предам тебя. Я твоя поддержка и ответ на твои молитвы. Я твой якорь, обеспечивающий твою защиту и предлагающий решение жизненных проблем.
Хвала Тебе, Божественный Отец. Я закрываю эту главу и начинаю новую, готовую принять новые начинания. В связи с этим прошу Вашего совета. Помоги мне подготовиться к получению Твоей любви и благодати. Молитесь, чтобы я оставался дисциплинированным, постоянно общаясь с Вами и черпая из источника вечной жизни. Мы благодарны за Вашу обильную любовь. Даже когда решения не видны, Божественное устраивает результаты для вашей пользы. Я создаю для вас путь к месту назначения, даже если это кажется невозможным. Существуют силы, стремящиеся лишить вас радости, мира и счастья. Если они закрепятся, помните, что Господь и сегодня одарит вас благословениями. Всегда помните, что Божественное все контролирует. Оставайтесь стойкими и отвергайте мысль о том, чтобы сдаться. Ваше здоровье, отношения и финансы в данный момент находятся под угрозой. Это знак того, что вы приближаетесь к осуществлению своих целей. Я понимаю, что вы столкнулись с постоянными проблемами в различных аспектах своей жизни – физической, духовной и финансовой. Божественное подчеркивает, что вы не должны позволять действиям других диктовать ваши отношения к окружающим. Некоторые люди не имеют никаких злых намерений по отношению к вам. Дайте им понять, что часто в самые трудные времена вы раскрываете свое присутствие и изливаете свои благословения на свой народ. Поскольку Святой Дух направляет тех, кто сталкивается с трудностями, дай им силу, надежду и мир, чтобы они могли продолжать борьбу. Ваш разум не должен питать разрушительные мысли. Наполните его позитивом и правдой. Введите 444, если верите в Божественное. Иисус – единственный Создатель Вселенной, сила звезд в космосе, сосредоточивает свое внимание на вас. Его поддержка перевешивает сопротивление всего мира. В этом мире есть люди, которые не собираются вас унижать. В ходе дальнейшего разговора я постараюсь помочь вам отличить позитивные аспекты вашей жизни от негативных. Человечеству был дан божественный мандат остановиться и признать присутствие Бога. Вместо того, чтобы подвергать сомнению свою ценность, подумайте о множестве причин, которые привели вас туда, где вы находитесь сейчас, и примите приятные стороны жизни. Находясь в моей компании, вы имеете свободу определять свои действия. Я высоко уважаю вас. Ваша судьба не зависит от действий других. Когда вы формировались в утробе матери, они не признавали вас и, следовательно, не могли вас понять. Не они разработали план вашей жизни и не даровали вам прославленные титулы благосклонности и священнического царства. Сегодня утром я восхваляю Тебя, о Небесный Отец. Я умоляю вас о благосклонности и благословении для моей семьи, друзей и тех, кто борется с невзгодами и нуждается в чуде. Спасибо, что услышали и ответили на мою молитву. Даруй им мир, который можешь обеспечить только Ты. Я прошу исцеления от всего, что может беспокоить их сегодня. Уверьте их в своем постоянном внимании к их молитвам, как того, кто может и захочет изменить обстоятельства в их пользу. Бог говорит с вами в этот момент. Исцеление, благословение, чудеса и благосклонность уже на пути к вашему порогу. Примите эти дары с уверенностью.
Ситуация меняется в вашу пользу. Волны, которые могли захлестнуть вас, теперь подтолкнут вас к вашей судьбе. Я превзойду все, что произошло в твоем прошлом. Невзгоды, которые ты терпишь, гнев и страх, направленные на меня, обещаю удивить тебя изобилием. Ожидайте улучшения в финансах, здоровье и счастье. Подходите ко всему с благодарностью и верой. Благодарен тебе, Отец Небесный, за множество твоих чудесных дел. Устраните любые злые силы, препятствующие чудесам в моей жизни, и согласуйте мои действия с вашими желаниями. Бог утешает нас словами: «Не бойтесь, ибо я с вами, не ужасайтесь, ибо я Бог ваш. Я укреплю вас, да, я помогу вам, я поддержу вас моей праведной десницей». Независимо от жизненных проблем, мы находим утешение в силе молитвы. Молитва служит краеугольным камнем во времена страданий, будь то физические, эмоциональные или духовные. Ваши отношения с Богом составляют основу для всех других взаимодействий. Сосредоточьтесь на нем и наблюдайте, как обстоятельства меняются на ваших глазах. Я признаю, что только Ты можешь защитить меня от тьмы, и я благодарен за Твою любовь и защиту сегодня. Значительное чудо уже в пределах вашей досягаемости. Хотя вы можете чувствовать себя усталым, истощенным и слабым, помните, что Бог – ваша сила. Его послание находит отклик, признавая долгосрочные трудности, с которыми вы столкнулись в финансовом, духовном и эмоциональном плане. Слава Тебе, Отец Небесный! Я ищу Твоей защиты от неминуемых опасностей, зная, что Ты всегда рядом со мной, непоколебимый и стойкий. Молитва, как последователи Христа, является мощным инструментом в нашем распоряжении. Во времена страданий, физических, эмоциональных или духовных, молитва – наша первая линия защиты. Для следующих глав разработана исключительная стратегия. Я руковожу каждым шагом, даже если вы не до конца понимаете, как это сделать. Ваша ситуация не застала меня врасплох, и я организую мероприятия в вашу пользу. Поверьте, я всегда все делаю правильно с самого начала. Нет необходимости беспокоиться, все будет хорошо. Препятствия, мешающие вашему прогрессу и мешающие достижению ваших целей, устраняются прямо сейчас. Ваша вера оживет. Ожидания материализуются с обильными благословениями и чудесными событиями. Если у вас есть вера, введите 33. Вера внутри вас способна на необыкновенные подвиги. Я уверен, что вы сможете превзойти даже самые смелые ожидания. Ваш потенциал безграничен. Поверь, ты меня не подведешь. Эпоха трудностей подходит к концу. Я обещаю открыть небесные сокровища, даруя вам все, о чем вы жаждали и о чем молились: привязанность, достижения, здоровье и новые перспективы. Точно так же, как Иисус путешествовал по всему миру, чтобы распространять благую весть о Царстве Божьем, Он также приносил исцеление и освобождение от различных недугов и преступлений на протяжении всего своего служения. Донося это послание, абсолютно необходимо доверять мне. Я был твоим постоянным партнером на протяжении всех испытаний, которые преподносила тебе жизнь.
Мои усилия ради вашего благополучия никогда не прекращались. Ты моя сила и движущая сила, которая продвигает меня вперед. Я благодарен за ваше присутствие. Вы даете мне возможность достичь всего, к чему я стремлюсь. Вы воплощаете мои стремления в реальность, и моя признательность за вашу поддержку безгранична. Если вы принимаете это благословение, подтвердите его «да». Я прошу чудес, необходимых для преодоления этого трудного этапа. Под вашим руководством нет предела тому, чего можно достичь. Аминь. Я открыт для адаптации к новым ситуациям и охотно отпускаю вещи, которые больше мне не служат. Освобождение прошлого открывает место для настоящего и будущего. Я хочу выразить глубокую благодарность за вашу постоянную помощь и поддержку в трудную минуту. Ваше непоколебимое присутствие на протяжении всего моего путешествия необычайно, и слова едва могут выразить мою признательность за ваш вклад в мою жизнь. Дорогой Небесный Отец, я смиренно прошу Твоего прощения. Если я допустил ошибку или имел негативные мысли, которые препятствуют чудесам, которые Ты приготовил для меня, пожалуйста, прости меня. Божье послание однозначно: ищите его вместо мирских удовольствий, ибо от него исходит истинное удовлетворение. Не зацикливайтесь на мимолетных желаниях. Я приношу вечную радость. Возможно, мир не оправдает ваших ожиданий, но я призываю вас обратиться ко мне, поскольку я жажду вашего облегчения от страданий. Я крепко здоров, невосприимчив к болезням и могу справиться с любым испытанием, которое встретится на моем пути. Подтвердите словами «Иисус Господь», если вы верите. Даже если обстоятельства сейчас кажутся неблагоприятными, успех вам достижим. Я направляю свою энергию на решение беспокоящих вас вопросов. Не сдавайся. Молитвы матерей позади вас, и с их поддержкой вы преодолеете это испытание. Верьте в союз Бога с вами. Грядут перемены, твердыни рушатся, благосклонность высвобождается. Условия, которые сохранялись, исчезают. Подтвердите ответ «да», если верите. Я готов восстановить все, что у вас отобрал дьявол: здоровье, богатство, отношения и многое другое. Верь в меня. Бог говорит с тобой. Я утешал тебя молчанием и, несмотря на каждое падение, воодушевлял тебя. Хотя вы, возможно, и не видите этого плана, я, ваш Небесный Отец, организую события в вашу пользу. Вы подниметесь выше, осуществите свои амбиции и станете тем человеком, которым вам предназначено быть. Я осознаю трудности, с которыми вы столкнулись, будьте уверены, я не поставлю вас в ситуации, выходящие за рамки ваших возможностей. Несмотря на дни, проведенные в стремлении к переменам, истина остается, ничего не изменится, если вы не начнете действовать. Я уверяю вас, что вы будете продолжать так жить бесконечно, если не будете двигаться вперед. Если вы верите в Бога, досмотрите это видео до конца. Бог говорит с вами сегодня. Поймите, что эта борьба может продолжаться. Я знаю, что ты усердно работал. Рука Божия вот-вот проявится, что приведет к уникальной трансформации. Новые возможности, кажется, уже на горизонте.
Неблагоприятный ход событий меняется. По мере того, как я могу нести бремя мира, у меня появляется способность исцелять. Не бойся быть обремененным трудностями, я поддержу тебя. Бог заявляет, что если вы сделаете меня краеугольным камнем своих планов на эту неделю, я обеспечу плавный прогресс. Встречайте предстоящую неделю с радостью. Это означает, что дом, работа, отношения и финансовая стабильность, которых вы желаете, скоро появятся. Бог утверждает, что, несмотря на претензии любого противника, ваша жизнь предназначена для позитивных и значимых перемен. Подтвердите ответом «да», если верите. Несмотря на неожиданную реакцию, внимание Бога к вашим молитвам постоянно. Оставайтесь на связи с Ним, чтобы лучше понять Его образ жизни, поскольку вы здесь с определенной целью. Бог уверяет вас: доверьтесь мне. Предстоящие события не будут зависеть от ваших сил, достижений или усилий. Они проявятся через мою силу и будут соответствовать моей цели. Благословение необычайной величины приближается к вам. Разве я не говорил тебе проявлять мужество и стойкость во всех начинаниях? Не бойся, ибо Господь, Бог твой, будет с тобой, куда бы ты ни пошел. Ваша жизнь находится на пороге преобразующего сдвига, обещающего улучшение во всех аспектах. То, что когда-то вызывало у вас разочарование и усталость, сегодня вечером исчезнет. Приготовьтесь к значительному изменению направления в своей жизни. Подтвердите, сказав «Аминь», если вы верите в Бога. Утешай, не бойся, ибо я с тобой. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я укреплю тебя. Да, я помогу тебе. Я поддержу тебя своей праведной десницей. Вас ждет уникальный путь, отличный от пути вашей семьи. Впереди вас ждет царство беспрецедентного влияния, возможностей и благосклонности, неизведанное вами. Полностью доверяйте Господу своему пониманию и знанию. Не сомневайтесь в Его обещаниях. Во всех своих действиях признавайте и уважайте Его, чтобы Он нашел правильный путь. Бог уводит нас от жалоб и чрезмерных размышлений. Сведите к минимуму внимание к тревоге, вместо этого верьте моим словам. Твоя вера исходит от меня, ты мне дорог. Уверяю вас, что не разочаруюсь. Приблизьтесь ко мне, и добро потечет к вам. Сохраняйте доверие, и благословения прольются дождем. Проявите смирение, и вы возвыситесь. Сам факт того, что вы здесь, указывает на то, что вас ждут более значительные переживания. Чудеса, которые вы переживаете, имеют огромное значение. Если вы верите, введите 11. Имейте в виду, что божественное вмешательство происходит постоянно. Неблагоприятные обстоятельства, с которыми вы столкнулись, вскоре превратятся в благословение. Благодать и исцеление достигнут вас и ваших близких, устраняя все ваши болевые точки. Бог приготовил для вас что-то необыкновенное. С нетерпением ждите провизии, освобождения, продвижения, спутника жизни и удачи. Приятный сюрприз не за горами. Когда вы окажетесь в замешательстве, не стесняйтесь обращаться ко мне за советом. Когда понимание пошатнется, обратитесь ко мне за указаниями.
Позитивные изменения неизбежны. Все, что вам нужно, это немного созерцания. Поверьте мне, это обязательно произойдет. В Библии написано, что я пришел в мир как маяк света, чтобы ни один верующий не оставался во тьме. Когда твои силы иссякнут, я дам тебе силы. Я поддержу тебя, когда тебе будет плохо, и подскажу решение, когда кажется, что все потеряно. Вы стоите на пороге критического этапа в своей жизни, наберите 222, чтобы принять это благословение. На этой неделе ваши желания и мечты сбудутся и принесут множество благ. Бог вмешается и обеспечит безопасность вашего пути, прежде чем вы продолжите. Выразите благодарность за благоприятный исход. Не позволяйте надвигающемуся добру ускользнуть от вас. Чудеса и благословения готовы переполнить вашу жизнь. Заявите о собственности во имя Иисуса. Бог уверяет вас, что волна удачи настигнет вас сегодня. В этом нет совпадения, ваше путешествие ведет вас ко времени чудесных благословений. Вы стоите на пороге позитивной трансформации, и на вас вот-вот прольется щедрость благословений. Бог подчеркивает, что Он не создал бы вас, если бы не верил в ваш потенциал. У вас есть возможность достичь своих целей. Я тот, кто расчистил тебе путь. Сохраняйте веселый настрой и верьте, что я совсем справлюсь. История вашей жизни далека от завершения. Сохраняйте свою веру живой, даже если некоторые вещи остаются невидимыми. Господь уверяет, что в вашей жизни произойдут неожиданные расклады. Победа гарантирована в предстоящем соревновании. Подготовьтесь к значительным изменениям в своей жизни. Число 555 означает, что задуманное вами воплощается в реальность. Это сила веры. Если вы верите, наберите 555. Бог признает ваши усилия вытащить себя из тьмы. Цена, которую это вам принесло, известна. Ваша вера в меня позволила нам вместе преодолеть трудности. Никогда не забывайте, что вместе мы можем сделать то, что в одиночку кажется невозможным. Найдите минутку, чтобы подумать о том, что вы через многое прошли, но остались непоколебимыми. Поделитесь со мной своими проблемами, и я направлю вас. Поверьте, вы не пожалеете, что остались верны моим словам. Я не подведу тебя. Ангелы сообщают, что вы на правильном пути. Земные события имеют смысл, и ясность со временем исчезнет. Верьте, что Бог рядом с вами, предлагая утешение и надежду среди неопределенности. Независимо от испытаний, Бог стоит с вами. Верьте в свой конечный успех. Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашей ситуации. Не успокаивайтесь, это текущее состояние не является вашим конечным пунктом назначения. Быть инициативным. Если вы верите в Бога, пожалуйста, поделитесь этим сообщением. Бог хочет напомнить вам, что у вашей жизни есть цель. Ваша роль в этом мире важна. Почитай Бога своими действиями и избегай греха. Благословляйте своих единоверцев, помогая им. Я дорожу тобой. Наша убежденность подкрепляет послание к филиппийцам с 1 по 6, где утверждается, что доброе дело, начатое в нас, в
конечном итоге достигнет завершения во Христе. Исайя с 26:3 предлагает обещание полного мира тем, кто твердо доверяет и сосредотачивает свои мысли на Божественном. Иоанна 11:25-26 напоминает нам, что именно через Иисуса мы открываем воскресение и вечную жизнь. 2 Коринфянам 4:16-18 утешает нас, уверяя, что, несмотря на ухудшение наших внешних обстоятельств, наше внутреннее «я» ежедневно испытывает омоложение. Оно учит нас сосредоточить внимание на вечном. Филиппийцам 3:20-21 направляет нас к нашему небесному гражданству и славному преображению наших тел, чтобы они походили на Христа. В Евангелии от Матфея 5:2-11 представлены заповеди блаженства, ведущие нас к блаженству через смирение, милосердие, чистоту сердца и миротворчество. 1 Иоанна 4:4 заверяет нас, что, будучи божественными детьми, мы восторжествовали над миром благодаря высшей силе, пребывающей внутри нас. Матфея 10:39-42 подчеркивает важность самоотверженности и приветствия других во имя Божие. Это подчеркивает, что даже самый маленький добрый поступок не останется незамеченным. Мы возносим эту длинную молитву как искреннее размышление о Божественном Слове и Его глубоком руководстве на нашем жизненном пути. Пусть Божественная истина и благодать продолжают освещать наш путь, пока мы идем по пути, который лежит перед нами. Мы молимся во драгоценное имя Иисуса. С наступлением нового дня наше сердце переполняются благодарностью и хвалой. Мы приближаемся к Божественному, нашей скале и прибежищу, ища присутствия и руководства в нашей жизни. Псалом 103:1-12 побуждает нас благословлять святое имя всем своим существом. Выражаем благодарность за прощение, исцеление болезней, искупление из ямы и за то, что мы увенчаны стойкой любовью и милосердием. Божественное насыщает нас благостью, обновляя наши силы, как орлы. Мы прославляем божественную праведность и справедливость, которые защищают угнетенных. Божественное сострадательно, медленно на гнев и изобилует стойкой любовью. С нами обращаются не в соответствии с нашими грехами, беззакония наши удалены от нас, как восток от запада, как любящий отец сострадает своим детям. Псалом 107:13-16 учит нас, что крик во время скорби приводит к избавлению от скорби. Мы выведены из тьмы и тени смертной, и наши узы разрушены. Выражаем благодарность за неизменную любовь и чудесные дела в нашей жизни. Божественное ломает бронзовые двери и прорежает железные прутья. Иоанна 14:1-7 дает нам уверенность в божественных словах. Нам говорят не беспокоиться, а доверять Божественному и Отцу. Нам готовят место в отчим доме, и нам обещают, что нас туда приведут. Божественное – это путь, истина и жизнь, и благодаря этому у нас есть доступ к Отцу. Мы дорожим божественными учениями, просим во имя Бога и знаем, что получим ответ. Марка 10:27-31 напоминает нам, что с Божественным все возможно. Хотя мы можем оставить многое позади на нашем пути веры, мы получим обильные благословения в этой жизни и жизни будущей.
Матфея 24, 12-13 напоминает нам, что любовь может охладить в мире, наполненном беззаконием, но те, кто выстоит до конца, будут спасены. Иоанна 15, 1, 11 учит нас, что божественное – это истинная лоза, а мы – ветви. Оставаясь в божественном, мы приносим много плодов и обретаем радость и полноту жизни. 2 Петра 1, 3-11 подчеркивает дарованную нам божественную силу, позволяющую нам приобщиться к божественной природе. Мы стремимся прибавить к нашей вере добродетель, знание, воздержание, стойкость, благочестие, братскую привязанность и любовь. Эти качества не позволяют нам быть неэффективными или бесплодными и обеспечивают нам вход в вечное царство. Иов 36, 10-11 напоминает нам о важности божественного наставления и отвращения от беззакония. Мы слушаем и служим, ища божественного руководства и мудрости. Псалом 46, 1-7 подтверждает, что божественное – это наше прибежище и сила, наша непоколебимая крепость во времена бед и смут. Божественный источник нашей силы и мира. Послание к Римлянам 6, 5-14 напоминает нам о нашем союзе со Христом и о свободе от греха, которую Он приносит. Мы предпочитаем считать себя мертвыми для греха и живыми для божественного. Псалом 147, 1-6 призывает нас славить Божественное за доброту и мудрость. Божественное – строитель Иерусалима, целитель разбитых сердец и создатель звезд. Понимание Божественного безгранично, и смиренные возносятся. Галатам 6, 8-10 призывает нас сеять семена праведности и никогда не уставать делать добро, особенно домашним. Псалом 138 призывает нас от всей души выразить благодарность за вашу непоколебимую любовь и верность. Мы уверены, что вы реализуете свое предназначение в нашей жизни. 1 Иоанна 2, 24-25 дает нам уверенность в вечной жизни, если мы пребудем в Тебе и Твоем Сыне Иисусе Христе. Вступая в этот новый день, мы несем с собой эти священные стихи, которые служат нашим источником силы, руководства и вдохновения. Давайте ощущать ваше присутствие в течение дня и ходить в свете вашей истины. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Когда золотой свет дня освещает наш мир, мы смиренно приходим в Твое божественное присутствие, Небесный Отец. Мы представляем Вам стихи, которые направляют и вдохновляют нас. Слово Твое, Господи, светильник ногам нашим и свет стезе нашей. Во время молитвы мы ищем Вашей мудрости, силы и мира. Притчи 3, 1-12 напоминают нам о неприходящей ценности соблюдения Твоих заповедей и доверия Тебе всем сердцем. Мы твердо храним любовь и верность в наших сердцах, стремясь заслужить расположение и успех в Ваших глазах и в глазах наших собратьев. Господь, мы доверяем Твоему водительству, ибо Ты обещал сделать наши пути прямыми. Даруй нам мудрость не полагаться исключительно на свое понимание, но признавать Тебя всеми возможными способами. В Иакова 5, 13-16 нам напоминают о силе молитвы и хвалы. Когда нас окружают страдания, мы обращаемся к Тебе с молитвой, зная, что Ты наш источник утешения и исцеления. Когда наши сердца наполняются радостью, мы возносим хвалу,
ибо всякий добрый и совершенный дар исходит от Тебя. Мы благодарны за привилегию предстать перед Твоим престолом благодати с нашими прошениями и благодарением. Матфея 7:11 учит нас искать, просить и стучать, ибо Ты, наш любящий Небесный Отец, который любит дарить хорошие дары своим детям. Мы подходим к Вам с уверенностью, полагая, что как ищем, так и найдем, как просим, так и получим, когда мы постучимся, двери откроются. Ваше обеспечение безгранично, и мы верим, что Вы удовлетворите наши нужды по мере Вашего богатства в славе. В Псалме 103:1-12 мы благословляем Твое святое имя всем, что внутри нас, помня Твое безграничное сострадание и прощение. Ты тот, кто прощает наши беззакония, исцеляет наши болезни и искупает нас из ямы. Твоя непоколебимая любовь и милосердие венчают нас благодатью, обновляя наши силы, как парящий орел. Мы трепещем перед Вашей праведностью и справедливостью, потому что Вы работаете, чтобы поднять угнетенных и открыть нам свои пути, так же, как Вы сделали это с Моисеем и народом Израиля. Господи, Твоя милость и благодать безграничны, и Ты удалишь от нас беззакония наши, насколько восток от запада. Как любящий Отец сострадает своим детям, так и Вы сострадайте тем, кто боится Вас. Псалом 107:13-16 говорит о силе взывать к Вам во времена скорби. Мы взываем к Тебе, Господи, и Ты избавляешь нас от беды, разрывая узы, сковывающие нас. Мы благодарим Вас за Вашу непоколебимую любовь и чудесные дела в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна 14:1-7 Ваши утешительные слова убеждают нас, что нам не о чем беспокоиться, потому что мы верим в Вас и в обещание приготовленного места в доме Вашего Отца. Ты – путь, истина и жизнь, и через Тебя мы имеем доступ к Отцу. Мы доверяем Твоему водительству, ибо Ты – путь, ведущий нас к вечной жизни. Когда мы ищем Вас, мы находим свой путь, и когда мы стучим, двери Вашего присутствия открываются. Ты – живой хлеб, который поддерживает нас и дарует нам вечную жизнь. В Иоанна 14:12-21 говорится о великих делах, которые совершат те, кто верит в Вас. Мы верим в Тебя, Господь, и просим во имя Твое, зная, что Ты ответишь на наши молитвы. Ты дал нам помощника, Святого Духа, который обитает в нас, направляя и утешая нас. Марка 10:27-31 напоминает нам, что с Вами все возможно. Даже когда мы многое оставили ради Тебя, Ты обильно благословляешь нас. Матфея 24:12-13 призывает нас терпеть в вере, даже когда любовь в мире охладевает. В Евангелии от Иоанна 15:1-11 нам напоминают, что Вы – истинная лоза, а мы – ветви. Пребывая в Тебе, мы приносим много плода и находим радость в Твоей любви. 2 Петра 1:3-11 призывает нас дополнять нашу веру добродетелями, знанием, воздержанием, стойкостью, благочестием, братской привязанностью и любовью. Мы стремимся воплотить в жизнь эти качества и расширить наши знания о Вас. Иов 36:10-11 напоминает нам о важности прислушиваться к Вашим наставлениям и отворачиваться от беззакония. Ваше руководство ведет нас к процветанию и приятности. Псалом
1:7 подтверждает, что Ты – наше прибежище и сила, даже перед лицом потрясений и беспорядков. Ваше присутствие приносит мир среди хаоса. Послание к Римлянам 6:5-14 учит нас о нашем союзе с Тобой, Иисусом, и о нашей свободе от греха. Мы выбираем жить в праведности, мертвые для греха и живые для вас. Псалом 147:1-6 побуждает нас славить вас за вашу мудрость и творческую силу. Ты возвышаешь смиренных и знаешь каждого из нас по имени. Галатам 6:8-10 напоминает нам сеять семена праведности и продолжать делать добро другим, особенно тем, кто находится в доме веры. Псалом 138 призывает нас от всего сердца благодарить за вашу непоколебимую любовь и верность. Мы верим в Твою цель нашей жизни. 1 Иоанна 2:24-25 заверяет нас в обещании вечной жизни, если мы пребудем в Тебе и Твоем Сыне Иисусе Христе. В Иоанна 6:47-51 говорится о живом хлебе, который вы даете, который дарует нам вечную жизнь. Матфея 6:14-15 напоминает нам о важности прощения. Мы выбираем прощать других, как вы простили нас. Небесный Отец, пусть Твое Слово направляет нас. Поскольку ночное спокойствие заменяет дневную деятельность, мы обращаемся к Тебе, наш Небесный Отец, с искренней молитвой. Наше сердце жаждут Вашего утешительного руководства и присутствия. Мы глубоко благодарны за бесценную мудрость и утешение, которые мы находим в святых стихах Твоего слова. Эта ночная молитва является искренним отражением нашей веры. С искренней преданностью мы читаем эти стихи с сильным желанием глубже соединиться с Вами. Священный стих, Псалом 1:1-3, напоминает нам об огромных благословениях, данных тем, кто выбирает путь праведности. Мы стремимся отразить сильное дерево, посаженное питательными потоками Вашей божественной благодати. Твердые в своей вере, мы стремимся принести добрые плоды в свое время. Мы ищем в себе силы отвергать советы нечестивцев и размышлять о Твоем законе и днем, и ночью. В нашем хождении со Христом мы часто оказываемся отягощенными заботами и тревогами. Вы можете задаться вопросом, как я могу реально переложить на Него свои заботы, особенно в условиях непрекращающегося стресса и постоянных размышлений? Ответ довольно прост. Полагайтесь на Бога и Его Слово. Верьте в Его непоколебимую преданность и непоколебимый характер. Филиппийцам 4:19 нежно заверяет нас: «Но Бог мой восполнит всю нужду вашу по богатству своему в славе через Христа Иисуса». Даже если вы не знаете, как преодолеть трудности, верьте, что Бог удовлетворит все ваши нужды. Доверьтесь Ему, говоря: «Господь, возможно, я не понимаю предстоящего пути, но я верю в Тебя». Всегда помните, что вы не одиноки. В мире, населенном более чем 8 миллиардами человек, Божья любовь к вам безгранична. Он знает о вашем прошлом, настоящем и будущем. Он понимает каждый аспект вашего существования. Бог – не простой человек, который может предать или оставить вас в трудную минуту. Он всегда будет рядом с тобой. В какой бы ситуации вы ни столкнулись с горечью развода,
бурей финансового кризиса, бременем проблем со здоровьем, болью горя или болью отвержения, сосредоточьте свой взгляд на Иисусе. Он – ваше прочное основание, ваша непоколебимая крепость и ваше окончательное спасение. Вы любимы, ценимы и ценимы Богом, чья любовь к вам превосходит всякое понимание. Его благословение подобно подаркам, сделанным специально для вас. Вы желанны, невероятно ценны и удивительно уникальны. Его план состоит в том, чтобы благословить вас таким феноменальным образом, который не поддается словесному выражению. Мы говорим о том же Боге, который может открыть двери, которые не может открыть никто другой, всемогущем, Творце всего. В этот самый момент Бог разрабатывает уникальное решение ваших проблем, решение, которое превосходит человеческое понимание. Если вы верите, что чудо вот-вот произойдет, выразите это, набрав «Я получаю». В настоящее время я молюсь о сверхъестественном решении ваших затруднений, которое поразит и бросит вызов логике, разуму и человеческому пониманию. Это может показаться невозможным, но помните, что для Бога нет ничего невозможного. Все, что вам нужно, это вера. Господь действует в вашей жизни прямо сейчас таким образом, что ошеломит вас и всех вокруг вас. Уверенно провозглашайте: «Я верю, я принимаю эту победу». Аминь. Примите свое благословение сейчас. Ангелы посылаются охранять вас, утешать ваше сердце и исцелять вашу боль эмоциональную, физическую или родственную. Доверяйте и верьте, потому что никто, абсолютно никто не может помешать Божьей работе в вашей жизни. Обратившись к Господу, вы проявили мужество, веру и доброту. Те, кто, возможно, принижал вас из-за финансовых ограничений или других обстоятельств, станут свидетелями замечательной трансформации, происходящей в вашей жизни. Они увидят силу Всевышнего в действии. Вы были избраны, освящены и призваны Богом. Когда Он призывает, весь космос откликается. Небеса прямо сейчас открываются над вами, осыпая вас глубокими благословениями. Откровение 2 часа 17 минут содержит обещание, скрытое в Его словах. Мы молимся, чтобы у нас были уши, чтобы слушать, и сердце, чтобы понять тайны, которые вы мягко раскрываете тем, кто побеждает. Даруй нам сокровенную манну и белый камень, на котором выгравировано имя, которое знаешь только Ты, наш любящий Создатель. В Откровении 2, 26-29 раскрывается обещание власти над народами и дар утренней звезды тем, кто упорствует в вере. Мы смиренно умоляем вас проявить выносливость и проявить милость, чтобы управлять так, как вы это делаете. Освети свою утреннюю звезду нашей жизнью, освещая наш путь блеском Твоей истины. В Откровении 3, 10-13 говорится о вашей защите тех, кто остается верным вашему слову. Мы цепляемся за ваши обещания, будучи уверены, что вы защитите нас от испытаний, от которых страдает мир. Мы с нетерпением ожидаем стать столпами вашего небесного царства. Ваше величие становится все более очевидным, а ваш свет горит ярче, чем когда-либо прежде. Предначертанный для нас путь Твой непреклонен, непобедим ни для чего и ни для кого. Мы продолжим двигаться к нашим целям. Мы чувствуем, что наше время приближается.
На горизонте множество наград. Мы будем хранить веру в молитве и станем свидетелями происходящих позитивных преобразований. В сфере метафизического, за пределами осязаемых границ физического мира, лежит сокровищница благословений, ожидающих, чтобы их обрушили на вас. Это выходит за рамки того, что могут воспринимать ваши глаза или чувствовать ваши руки. Каждое взаимодействие изменится, а успех и чудеса будут следовать за вами, куда бы вы ни пошли. Вы станете маяком благ, притягивающим любовь, здоровье и благополучие со всех уголков Земли, подобно тому, как магнит притягивает железо. Если вы верите и принимаете эту божественную истину, тогда громко и убежденно произнесите: «Я верю, я принимаю, я овладеваю». Всемогущий направляет к вам мощную волну трансформации, призванную переопределить ход вашей жизни. Произойдут события такого масштаба, что вы можете усомниться в их реальности. Но будьте уверены, это не плод вашего воображения, а реальность, созданная Богом для вас. Любые проблемы, с которыми вы столкнетесь, будут затмеваться ошеломляющей мощью ваших побед. Если вы готовы испытать излияние благословений, поделитесь этим божественным посланием с 7 людьми, которые разделяют вашу веру. Подготовьтесь к событию, которое изменит ход вашей жизни. Вы можете подумать, что это преувеличение, но слушайте внимательно. Вы испытаете такое изобилие, что почувствуете, будто врата небес распахнулись специально для вас. Это не ограничивается материальными благами, но проникнет в каждый уголок вашей души. Если вы верите, что чудо уже не за горами, скажите: «Я получаю прямо сейчас». Верьте в преобразующую силу Бога, которая изменит ваши обстоятельства. Не верьте, что Бог не знает о ваших трудностях. Он видит и слышит ваши молитвы, даже те, которые молчат в вашем сердце. Вы не одиноки. Вы любимы, и каждая деталь вашей жизни важна для Бога. Вспомните слова Исаии 43:1. «Но ныне так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и образовавший тебя, Израиль: не бойся, ибо я искупил тебя, я призвал тебя по твоему имя, ты мой». Ты принадлежишь Богу, и это прекрасная истина. Доверьтесь Ему и отпустите свое бремя. Найдите в Нем утешение и силу, ибо Он ваше прибежище. В следующие 48 часов божественная благодать окропит вашу жизнь обильным излиянием неожиданного богатства. Это сострадательный ответ Бога на испытания, которые отягощали ваше сердце, на бессонные ночи, беспокойство по поводу счетов, проблемы со здоровьем, мечты о ваших детях и неопределенность вашего будущего. Сегодня его послание звучит с непоколебимой уверенностью: имейте веру. Бог планирует осыпать вас провизией, превосходящей ваши самые смелые мечты. Приготовьтесь удивиться, поскольку приток финансовых ресурсов призван смести ваши долги. Чтобы принять участие в этой божественной милости, путешествуйте вместе с нами, досмотрев это видео до конца. Помните мудрость Евреям 11:1, где вера определяется как уверенная уверенность в ожидаемом, неоспоримая уверенность в невидимом. Бог в своей бесконечной мудрости провозгласил победу, мир, исцеление и процветание в вашей жизни. Доверьтесь Ему, ибо Он не позволит вашим врагам причинить вред вам или вашим близким,
пока ваше доверие останется непоколебимым. Когда мы отвечаем с верой, помните, что Иисус обещает положить конец вашему стрессу, разочарованию и бессонным ночам. Он готов даровать вам дары ясности, мира и удовлетворения, превосходящие человеческое понимание. Подумайте о вечной мудрости послания к Римлянам 8, 38-39, где нас уверяют, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, высота или глубина никогда не смогут разорвать нашу связь с вечной любовью Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. С благоговением и любовью к Иисусу, чья любовь и благодать безграничны, давайте примем эту божественную истину. Число 12 часов 12 минут означает, что любовь, исцеление и изобилие готовы влиться в нашу жизнь сегодня. Это по праву наше. Мы произносим 1212, чтобы продемонстрировать нашу веру в ваш божественный план. Мы верим, что чудесные решения решат наши проблемы и проблемы. Благословения прольются на всю нашу семью и произойдут своевременные чудеса. Мы верим, что вы общаетесь с нами, понимаете наши эмоции и принимаете тот факт, что ситуации не всегда могут совпадать. Мы возносим эту обширную молитву во имя Иисуса, веря в вашу неизменную любовь. Мы делаем каждый шаг, наполненный благодарностью за ваши безграничные благословения. Аминь.